خفافيش الظلام. Иншаллаху та'аля, мы будем с вами изучать доказательства существования Аллаха Субхану ва Та'аля, существования Творца. В общем, мы скажем, что этих доказательств можно назвать, если разделить их на группы, в общем их 4. Первое — это доказательство разума, аль-акль. Акль, разум человеческий, он безоговорочно указывает, если это, конечно, здравый разум, указывает безоговорочно на существование единого всемогущего Творца. Так, первое — это аль-акль. Второе — это физическое восприятие, аль-хисс. Физическое восприятие, указывающее человеку в течение его жизни на существование Аллаха Субхану ва Та'аля. Как один из примеров, кто-то скажет, как это? Например, человек оказался в сложной ситуации, в такой ситуации, когда он понимает, что ничто не может помочь ему, все. Нет никаких причин, путей, через которые может прийти помощь и спасение. Все. То есть он оказался в крайнем положении, безвыходном. И он просит, обращается к Всевышнему Аллаху, обращается к Творцу и получает помощь. Получает помощь совершенно чудесным образом. Так случается с людьми, случается много раз. И это одно из доказательств существования Аллаха Субхану ва Та'аля, который оказывает поддержку тому, кто оказался в сложной ситуации, в безвыходном положении. Итак, это доказательство какое? Через что? Через физическое восприятие, через какие-то физические явления. Третье — это фитра, это естество человека, природа его. Так заложено в нашей с вами природе, в нашем естестве, что мы верим в существование Аллаха Субхану ва Та'аля, единого Творца, к которому тянется сердце, к которому тянется душа. Собственно, без этого человек даже не может себя чувствовать счастливым, полноценным и умиротворенным в этом мире. Итак, третье — это что? Фитра, естество. Ну и, конечно, четвертый довод — это шариат, то есть те откровения, которые не спосылал Аллах Субхану ва Та'аля, те писания, которые не спосылал Аллах Субхану ва Та'аля. Сегодня это Коран и Сунна, которые указывают нам на существование единого Творца. Автор, рахималлаху та'аля, как вы видите, приводит здесь доказательства. Он говорит, что указывает тебе на твоего Господа. Если тебя спросят, как ты познал, то скажи: я познал его через его что? Творение, через его знамения. И потом говорит, к знамениям относятся что? Ночь и день, солнце и луна. А творениями являются 7 небес, 7 земель и все, что в них есть, и все, что между ними. И потом приводит слова Аллаха Субхану ва Та'аля. Сначала из суры Аль-Фуссилят, потом из суры Аль-А'раф. То есть автор здесь приводит довод на существование Творца. Этот довод откуда? Из шариатских текстов. Мы сказали с вами, здесь из Корана приведены аяты. Из каких сур? На ваши листочки смотрите. Суры Фуссилят и суры Аль-А'раф. То есть это доводы из текстов Откровения. Доводы вообще можно разделить на два вида. Мы с вами говорили об этом. Далиль накли и далиль акли, если вы помните. Далиль накли — это что такое? Доводы Корана и Сунны. То есть то, что передано нам в Откровении. Это называется далиль накли. И есть далиль акли, то есть довод какой? Рассудка, довод разума, да, умозрительный довод. Автор нам приводит какого вида довод здесь? Приводит шариатские доводы, то есть приводит аяты из 2 сур Корана. Но эти доводы, которые являются шариатскими доводами, они в то же время являются что? И доводами, обращенными к нашему разуму. Это и шариатские доводы, и это доводы разума.